Здравствуйте, ребята! На прошлом уроке мы с вами начали вспоминать механические колебания. Так вот, сегодня мы поговорим о динамике колебательного движения. Если вы помните, динамика уже отвечает на вопрос, как, почему то или иное тело двигается так, а не иначе. Тоже уже рассматривается движение под действием силы. И поговорим о том, что такое гармонические колебания. На прошлом уроке мы получили с вами для математического маятника, я просто напомню, для математического маятника мы получили вот такое выражение. Вот то, что сила, возвращающая сила, так сказать, равнодействующая ее назову, она минус mg L деленное на x. Давайте попробуем немножко тут поработать с этим уравнением. Из второго закона Ньютона помните, что равнодействующая она равна произведению массы на ускорение. Масса на ускорение. Ускорение здесь тоже будет направлено туда, куда и сила, тоже по касательной к этой траектории. МА равняется минус mg L на x. И, соответственно, массы убираются, и получается вот такое выражение. А равняется минус gL на x. А в прошлый раз мы с вами получили, что у нас омега, циклическая частота, равняется корень квадратный, как раз g деленное на L. Если сделаем замену, то получается следующее. Что у нас ускорение равняется минус омега в квадрате x. То есть ускорение у нас пропорционально смещению. Важный момент, ребят. Иногда это уравнение записывается таким образом, как в дифференциальной форме. Это уравнение гармонических колебаний в дифференциальной форме. Известно, что у нас скорость – это первая производная координаты по времени, а ускорение – это производная скорости по времени, либо вторая производная координаты по времени. Поэтому обычно вот так записывается. Вторая производная равняется минус омега в квадрате от x. То есть вторая производная от x должна быть пропорциональна самому x. Интересно, что, понятно, что и для силы упругости то же самое можно будет получить. Там что у нас? Там у нас сила упругости, она пропорциональна смещению, тоже там знак минус, если вы помните, потому что она против смещения всегда. Если я здесь распишу, то получится, что у нас? Масса на ускорение равняется минус k на x, и ускорение равняется минус k деленное на m и на x. И опять же, k на m, если вы помните, что? Это что? То же самое омега, только уже для пружинного маятника. Это корень k на m. И тогда мы можем получить, что тоже равняется минус омега в квадрате на x. То есть мы привели к тому же самому выражению. И теперь вопрос. Раз мы математически показали, что для наших колебаний должно быть такое уравнение, вторая производная от которого должна пропорционально быть самой первой функции. И на вопрос, какие функции идеально подходят до этого, сразу приходит в голову, это функции синуса и косинуса. На самом деле же, если мы возьмем производную от синуса, получается косинус, а когда вторая производная, там получается минус синус. То есть мы снова возвращаемся к исходной функции. Поэтому давайте сейчас попробуем дать определение для гармонических колебаний. Колебания, в которых смещение, или какая-то другая величина, которая изменяется со временем по закону синуса или косинуса, называются гармоническими колебаниями. От слова гармония. Действительно, в функции синуса и косинуса есть какая-то гармония. И, соответственно, в 9 классе, когда мы говорили об этом, когда вы только, мы не говорили о никаких производных, мы говорили, что есть развертка колебаний. Если колебания развернуть, то именно получается такая функция. Давайте запишем уже в такой форме. Итак, x равняется. X максимальная. Пусть будет у нас, допустим, через синус. Синус омега t, и плюс какая-то фи нулевое. Где x максимальный, мы говорили вчера с вами, это амплитуда колебаний.
Ну а выражение под знаком синуса или косинуса – это называется фаза колебаний. Фаза колебаний – это некая величина, характеризующая состояние колебательной системы. Ну, скажем, фаза полета, взлет, посадка и так далее. Вот, допустим, что два одинаковых математических маятника, значит, да, одинаковой длины. Если я одновременно отпущу, они абсолютно синхронно совершают колебания. Одновременно. Мы говорим синфазно. Ну а если я один чуть раньше отпущу, другой позже, то получается разность между фазами, значит, да, то есть они все будут повторяться, значит, да, но с каким-то смещением. Вот это вот смещение как раз вот обозначает вот это вот фи-нулевое, это так называемая начальная фаза. Иногда ее называют сдвиг по фазе, значит, да, это что вызывает обычно смех у школьников, да, то есть получается колебания сдвинуты по фазе на какой-то угол. Ну и давайте попробуем сейчас с вами вот то, что мы в прошлый раз занимались, попробуем получить выражение для скорости колебаний. Мы для этого должны взять что? Производную от нашей функции. Ну, функция сложная. Производная от синуса получается косинус, да, а производная от омега t получается просто омега. Значит, получится, что у нас равняется омега переходит сюда, омега x максимальная умножить на косинус омега t плюс фи нулевое. Ну и под это выражение омега на x максимальная, это не что иное, как максимальная скорость или амплитуда скорости. Давайте я напишу. v максимальная равняется омега умножить на x максимальная. Это, пожалуйста, нужно запомнить. Амплитуда скорости. Это будет первое. Так. Ну и давайте еще раз возьмем. Значит, мы говорили, что вторая производная должна быть пропорциональна самой первой функции. Да? Ускорение, да, это производная по скорости. Производная от косинуса получается минус синус, и снова омега, значит, переходит сюда. Значит, получается, что будет минус омега в квадрате, x максимальная, умножить на синус омега t плюс фи нулевое. Ну и тогда понятно, что вот это выражение, которое стоит перед знаком синуса, это должна быть что? Тоже относиться как-то к ускорению. Это максимальное ускорение. Ускорение возможное, а максимальное. Тогда можете для ускорения записать. А максимальное равняется омега в квадрате умножить на x максимальное. Так. Ну и так, значит, ребята, значит, что мы сегодня, собственно говоря, с вами получили? Да? Мы получили с вами уравнение, которым будем пользоваться, значит, для работы, уравнение гармонических колебаний. И показали, что вот это уравнение должно обязательно придерживаться закону, изменяться по закону синуса или косинуса. Ну, помните, значит, да, если нарисовать график зависимости, да? Так, уже стало у нас писать. Так, это x, это t. Ну и, соответственно, что здесь обычно отмечается амплитуда. Ну и, соответственно, что если возьмем синус, да, у нас что-то вот такое должно получиться. Так. Вот он, уравнение синуса или косинуса. Ну, соответственно, что? Значит, скорость, она будет смещена относительно смещения, значит, на 90 градусов. То есть, когда у нас максимальная скорость, значит, у нас смещение будет равняться нулю. Так. Вот немножко сегодня вот такое у нас в большей степени математическое получилось занятие. Итак, подводим итоги. То есть получается гармонические колебания, которые происходят по закону синуса или косинуса. Вот эта вот форма записи, которую мы получили на прошлом занятии, это то же самое. Уравнение гармонических колебаний, но уже так называемой дифференциальной форме. Так, ну и соответственно, что мы получили выражение и для скорости, и для ускорения. Так же самое для амплитуды скорости и для амплитуды ускорения. В дальнейшем это нам понадобится для решения уже практических каких-то задач. Теория достаточно такая ясная, значит, ну тут гораздо больше интересно, когда будете уже решать реальные задачи на колебательное движение. Спасибо за внимание. До следующих встреч.